Когда они расходились, он же еще живой был, Бессултан. То, что Бессултан Исмурзиев был жив и на третий день защиты Брестской крепости, узнали намного позже, чем пришла похоронка. На бумаге о гибели днем смерти значится 22 июня 1941 года. Ну, просто пришла похоронка, погиб первые дни войны. А его однополчанин с Нижних Очелуков, Холохаев был, вместе служили тоже, и забрали их вместе. Вот он рассказывал, на третий день он живой, говорит, был, только мы, говорит, разминулись. С тех пор родственники считали Бессултана Исмурзиева пропавшим без вести. Надежда еще была. Но попытки отца защитника Брестской крепости найти информацию о сыне были тщетными. В ответ приходили только письма о гибели. Пройдет 20 лет, прежде чем родной племянник Бессултана найдет хоть какие-то крупицы информации о дяде. Ашаев Яжвар, вот у него там есть книжка, Чечен-Ингушей такого призывали, там все. Вот в этой книжке я нашел уже его, 125-й стрелковый полк. В семье Исмурзиевых признаются, в детстве слушать рассказы о дяде было неинтересно. Интерес пришел с годами, когда уже ушли очевидцы тех событий. В 1939 году Бессултан ушел в армию, оттуда сразу на фронт в 1941-м. На тот момент ему было 24. Семьей обзавестись молодой офицер не успел, о его жизни до войны тоже известно мало. Ну, он здесь кончал школу, 4 класса, потом где-то в городе Владикавказе он доучивался 7 классов. И вот так вот он здесь был, жил, молодой, перспективный был в то время, понаслышке. Каждый год исследователи со всей страны стараются отыскать информацию о ветеранах Великой Отечественной войны. Брестская крепость влечет историков фамилиями солдатов, каждого из которых признали героем. Чеченский исследователь Иса Сардалов – один из них. Именно он нашел в архивах документальное подтверждение тому, что Бессултан Исмурзиев служил в Бресте. Они, родственники, знали, что он служил в Брестской крепости, но информацию они не могли достать. Этот Сардалов им предоставил такую информацию, что он официально участвовал в защите Брестской крепости. Брестская крепость была первой, кто принял на себя удар вражеских войск. Именно мужество ее защитников, в числе которых был и Бессултан Исмурзиев, стало примером для других солдат, у которых самым грозным оружием против врага было непоколебимое чувство патриотизма и желание защитить родную землю. Крепость стала символом непоколебимой стойкости советского народа. 25 мая 2017 года в научно-методическом совете Бессултана Исмурзиева признали защитником Брестской крепости, как участника обороны. Совсем скоро его имя будет увековечено на мемориальной плите в Брестской крепости. Уже сейчас оно внесено на мемориале памяти в Ингушетии, в числе других героев той войны. Зульфия Мислаурова, Рахман Суров, Новости 24.